Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programmasının hem de götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Komrat'ta Devlet Dağ Kurumu'nun yöneticisi Alexander Peykov. Zaman hayırlı olsun size Alexander Ivанович. Hem de çok sağ olun. Hani kabul ettiniz bizim teklifimize. Geldiniz bugün katılırsınız Gagauzya Gün Gündem programmasına. Добрый день вам. Здравствуйте. Готов поучаствовать в вашей передаче, ответить на интересующие вопросы. Sevgili seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz yine buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Nice biliriz her yıl dağ çorbacılığı diker çok hektar yeni dağ ama kanuna karşı da insanlar çok keserler fidanları. Bu yıl nice çeketi ısıtmak zamanı söylesiniz. Tuttunuz mu böyle insanları hem nice onlarla görüşersiniz? Да, началась осень, уже заканчивается осень, начался отопительный сезон. Конечно, лесхоз и сам готовит достаточно древесину. Конечно, может быть, не в полных объемах, чтобы обеспечить всех. Все население, потому что вы помните 21-22 годы, когда газ резко вырос в цене и был ажиотажный спрос на древесину. Не хватало и завозили из других районов и так дальше. Сейчас спрос не настолько большой. Мы готовим этой осенью около 8 тысяч кубов по всем населенным пунктам Гагаузии. Но, к сожалению, есть и те, кто наживается на этом, пользуясь тем, что все-таки у населения не всегда есть возможность выписать в лесхозе и поехать самим в лес за дровами, хотя мы и на склад будем вывозить, но пока так. И вот они предлагают, вот эти вот наши черные лесорубы, древесину с доставкой на дом. Конечно, проводим регулярно рейды и с полицией, и с экологией. Очень было немало случаев, когда мы, будем так говорить, пресекали вот эти попытки. Там серьезные штрафы за это предусмотрены. Но если наши люди будут продолжать покупать у них, то это мы никак не остановим никакими усилиями. Мы не можем ночевать в лесу, не можем обязать наших работников всю ночь стоять возле леса и охранять. Это все-таки есть трудовой кодекс, есть режим рабочего времени. Вот, но это все равно это проводим. Поэтому хочу обратиться еще раз к жителям. Не берите, не покупайте у черных лесорубов древесину. Сейчас планируются поправки в закон, где будет предусмотрено, мы надеемся, будет предусмотрена даже уголовная ответственность за то, что вы храните древесину без документов. То есть нельзя ее... На данный момент это пока только административное наказание и изъятие. Чтобы тоже знали, уже были прецеденты. Мы проводим, у нас есть специальные мероприятия, согласно которым мы можем определить, откуда вырублена, откуда привезена эта древесина. И если подтверждается, что это из Гослесфонда и без документов, древесина просто изымается, приводится на склад, возбуждается уголовное дело и так дальше. То есть при больших объемах это серьезный штраф. Bu yıl ne kadar olay sayıya koyuldu? Nice çeketi ısıtmak zamanı söyleyeceğiz. Сложно сказать точное количество, но вырублено незаконно было более 80 кубов, по-моему, так, да, это по всем населенным пунктам Гагаузии, которые были именно пресечены, будем так говорить. То есть они были срублены, но правонарушители были установлены и привлечены к ответственности. Hangi yaşamak yerlerinden söyleseniz? Большой объем, конечно, у нас был вот в Ферапонтьевке, да, там даже были вырублены дубы. Это вообще, будем так говорить, святотатство, потому что дуб растет, вы знаем, все знают, что более 100 лет для того, чтобы он мог, чтобы вырасти и быть достаточно уже мощным и так дальше. А вообще дуб живет и 200 лет, и 300, вы знаете, но вообще возраст спелости дуба около 100 лет, 80-100 лет. И вот 67-летние дубы тоже были в этом году, попали, да, вырублены. Вот эта Ферапонтьевка, вот эти случаи были сделаны. Ну, и возле Комрата тоже, в самой муниципии, в Кирсово, в достаточном
сложно вот эти вот участки охранять, но вот эти вот основные перечислил. Söyleseniz ne söz ceza, штраф koyulur bu insanlara maalesef bu insanlar Anglaya Şara Ferapontivka köyünde daki istelerce söylediniz bu dub ağacını. Вообще дуб, как ценная порода, вообще там получается, что в 2 раза. Вот, расчет ущерба и штрафы зависят от породы, диаметра дерева. Это есть специальное приложение к лесному кодексу, которое подразумевает расчет. И вот хочу сказать, что дуб является, так как является ценной породой, то вот эти все штрафы умножаются на 2. И за одно дерево там штраф порядка 500 леев за одно дерево. То есть ущерб штрафы довольно серьезные, поэтому хочу всех предостеречь еще раз и 100 раз подумать и просто призываю, не ходите, не рубите незаконно это наш лес. Не только наш, но и приморейский, и вообще весь lес. Detayları söyledik. Dışarıda ayaz, insanlar hissederler kendi evlerini. Hazırladınız mı? Bu yıl lazımlı sayıda yakacak hem de ne soy odunları insanlar için. Да, я сказал, еще раз повторю, что этой осенью мы готовим по всей Гагузе около 8000 складометров для реализации населению. Мы заготавливаем древесину в порядке лесохозяйственных работ. То есть только там, где это насаждение реально уже спелое и необходимо проводить там вот эти рубки обновления, так они у нас называются. Так вот, в плане выполнения этих объемов работ мы заготавливаем около 8000 складометров. В основном это, конечно, древесина твердых пород, это акация, глядичия, ясень, вяз. На данный момент у нас идет тоже реализация. У нас есть сейчас древесина в Приморье Кангашик, Чокмайдан, Тамай, Казаклия, Киритлунга, вот, Буджак, там тоже проводятся рубки. Вот, 1150, я уже, наверное, забегаю вперед, скажу, да, что стоимость древесины одного складочного метра составляет 1150 леев. Это цена одного складометра в лесу, то есть на франкоскладе. Если же мы делаем услугу и вывозим на склад сюда, в Камрад, то стоимость 1440 леев за один складочный метр. Söyleseniz Bıldır hep öyleydi mi olsa başkaydı mı? Цены утверждаются один раз в год и вносится корректировка. В прошлом году было на 100 леев дешевле. Было 1050 леев. В апреле месяце этого года был утвержден новый прескурант-цент. Он составил 1150 леев, на 100 леев дороже. Но сразу могу предвосхитить вопрос. Цена все-таки на древесину складывается из цен на энергоносители, да, и все-таки стоимости работ, вы знаете, по республике была увеличена средняя зарплата до 5000 леев, и все это ложит на себестоимость заготовки древесины, поэтому приходится вносить такие корректировки. Nereye insanlar var nasıl danışsınlar, satın alsınlar dini odun. Diyeceğiz hani bu programı seyredecekler insanlar var angıların koyalılıkları yok. Bugünkü günler gazla ısınma, isteyecekler satın alma odun. Nereye lazım onlar yaklaşsınlar? Мы готовим вот эту древесину, и все-таки такой услуги и такой помощи, чтобы помочь и привезти, мы, конечно, не можем предоставить. Но есть социальные службы, есть в каждой примории. У них, конечно, на учете все эти работы, все эти люди, все эти инвалиды есть. И я знаю, большая часть приморей имеет, в принципе, собственные запасы древесины. Потому что есть тоже старые деревья, которые разрешено вырубать, чего-то они заготавливают и распределяют. Если же недостаточно той древесины, конечно, могут обратиться к нам. Мы тоже выделим, но, опять же, только по тем ценам, которые действуют у нас на предприятии. И примория уже должна, будем так говорить, это ее обязанность, побеспокоиться о тех социально уязвимых людях, которые все-таки нуждаются в помощи. Bu primariyen işi. Söylesiniz amatör insanlar kimin var kolaylıkları gitsinler kıra,
Dakır'dan satın alsın detaylı söylediniz. 1440 lira edecek bir skadometre mi? Да. Onda bence gitsinler kıra da satın alsınlar kırdan, yerinden. На данный момент большая часть древесины находится все-таки в лесу, по 1150 лей, да. Пока погода еще держит, ну, будем так говорить, сухая, мы стараемся заготовить, потому что если пойдут дожди, будет распутиться, сложно будет работать именно в лесу с тем, чтобы заготовить. Поэтому стараемся сейчас побольше заготовить. И потом уже, если не будет спроса и не будут достаточно у нас людей, желающих взять с леса, мы все это вывезем, потому что нельзя оставлять ее. Ну, до полугода мы должны его освободить. И у нас на складах тоже появится. И пока на складах у нас еще недостаточное количество с тем, чтобы прийти. Но при обращении мы всегда такие вопросы делаем, даже услуги по доставке. Yetişecek mi hazırlanmış dağ çorbacılığından sizinle odunlar diyeceğiz yakacak bu yılın kış zamanını geçirsinler diyene bizim Gagauzyan yaşayanlarına. Bizim televizyon grupamız yüreğinde Gagauzyan yaşayanlarından neyle onları sınırla şafkla, odunla ya da gazla. Neleri sınırsınız şimdi? Пока газla yok yakacaktı. Gazla. Ne su temperatürü sizin kvartiranızın içinde söyleseniz? Söyleyeyim 15-16. Ne kadar kvadrat sizde? Benim küçük kvartiram 25 kvadratных метров. Снырс газлан. Газлан и снырс geldi отключать етілі котелы да kaldık soğukta полностью. Sınardınız gazla ta söndürmeyince kaçolu. Niçin söndürdüler? Ne söndürdüler ya? Neste bıraktık. Dil borcumuz. Geldiler şöçü değiştirme. Da bu neste gitti. Gaz salvererdi. Yüders geli. Priliçte. Ama ne su temperatürü içeride? 18'te. 18, 15. Uşak küçük yok. Giyimli, bütün gün giyimli. Odunla, Odun satın alırsınız söyleseniz. iğnenden. Var kendi daim. Ama bilirsin sen bu yıl bir kilometre odun pahalandı 100 liraya kadar. Pahalandı bilirim. Benim bunlardan ne kaldıydı? Biraz da briket aldım. Ne kadar size harcarsınız süreceğiz bütün kışta kilometre ısınma diyene? Bütün kışlar lazım akar minimum 5 kilometre. Temperatüre ne su içeride açan odunla yaparsın? Ne zannediyor yapabilirim. Hava ıslarsa biraz daha az yakarım. Daha soğuksa bir daha az eder. Sadece odunla ısınırsınız. Sadece odunla. Gazı yok. Cüpte yok, para gazı ödeme. Ne kadar böyle ta kurtarır odunla ısınma ne kadar gazla. May kurtarmıyor o da bu da. May bir türlü onlar ama. Ne kadar bakarak gaza hem de oduna odun buruşuk daha ucuz. Öyle. Geçen kış ne kadar harcadınız odun ısıtmak için? Söyleyeyim 5 kilometre oradan kaldı. Bir yarım kilometre kalsın. Umutlanırsın sen bu yılda hep o kadar harcadınız. Sanır bu yıl aldım briket bak düşünce briketle kışlayacağım. Газ, дрова. Hem onu kullanırsınız hem de Да, bunu. комбинированная система. Aha. Ne kadar size gidiyor bu ısıtmak zamanında süreci odun ne kadar kilometre? От 5 до 7. Ama bilirsin sen bu yıl bir kilometre pahalandı 100 liraya kadar. Da, Oldu yapı- 1150 liraya bir kilometre. 1150 o kadar ki доставка yılın hepsi civolar в пределах 1450-1500 и 1600. Temperatüre ne su evde? 18'den 22'ye alan tuvaleti. Neyle ısınırsınız? Yok neyle kızım, yok yakacak, yok bir şey. Hiç yakmırsınız soba bir şey mi? Yakmırsa yok neyle yakacağım, yok yakacak. Aldıydık buldur burası yakacak, bitti kızım. Yok bir para da yok, neyle alayım o. 1200 ruble mi, 1700 mi, ne kadar kubu. Nereden alayım o kadar para? Pensiya ne kadar? 3 ama yakacak da lazım. Öyleyse yemeğe de lazım, kartofu lazım, soğan lazım. Ben doğru anladıysam siz bu yıl ta satın almadınız odun. Almadık, neyle alayım kızım, neyle alayım, yok para. Neyle odun alayım? Odundan ama odunlar da pek pahalı. Da bilmem nasıl çıkacağız nesiden, kıştan da. Ama ta çünkü na elektrичество savaşıysa ondan çıkma. Odunları satın alırsınız. Odunlar tabii. Kaç kilometre siz kullanırsınız süreci kış zamanında? Ne kadar gidiyor size? 2,5-3 lan çıksın. Kilometre. Kilometre odun. Odun da gaz da gazla ısınmayız.
ime ama ısınma электричестводан тачыкта. Sizin su elektrичествоны nasıl kullanırsınız? Камен? Каменді көйес. Каменді көйес. Ama derme bu pensiyle nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bu yıl satın aldınız mı şey odunu? Bu yıl aldık ama biraz da lazım. Da deme сочетать edesi ondan bunu. Bilmem nasıl çıkacağız. Demin Надежда умирает последний. Bu verirler nestelerde. Компенсации, но bilmem olacak mı kompensasyon, olmayacak mı? Aderler ama ne yetişeceğiz bilmeyiz. Olacak kompensasyon. Olacak mı? Olsun. Olsun. Umut ederiz biz de. Hani hepsi cisla olsun bizim burada. Sağ olun. Çünkü böyle olursa da insan da gençler de kalacaklar taçıyor burada. Artık kaldı hepsi yaşlı insanlar, ihtiyarlar. Hani не могут осилить ничего. Я считаю, что должно хватить. Я вижу по спросу у населения, то есть у нас дрова, будем так говорить, реализовываются, но нет вот этих, я как говорил, ажиотажных скачков. И тогда, когда люди не знали, что будет осенью, и не знали, что будет зимой, пытались заготовить и на зиму, и на 2 вперед, и брали очень много. Сейчас я считаю, что вот этих 8 тысяч километров, которые мы рубим до конца года, и примерно около 5-6 тысяч складометров будем рубить сразу после Нового года до марта месяца. Думаю, должно хватить для нашего населения. И былдар ne kadar sattınız süreci bu kış zamanında odun? Сложно сказать, я не взял статистику, но мне кажется, около 10 тысяч складометров. Да, но это с учетом все-таки за зимний период, я говорю, и осень, и весна, то есть и после Нового года, да. Peki isterseniz bir şey söylemeye ya da bir nasihat veresiniz o insanlara. Angları daha satın almadılar yakacak diyeceğiz odun. Ne kadar kup satırsınız bir aileye? Сейчас мы, в принципе, не делаем. В прошлые года, вы помните, было по 3-5 складометров, не более в одну семью выписывалось, потому что, говорю, был ажиотажный спрос. Сейчас мы выписываем до 10 складометров, в принципе, на каждую семью. Это возможно. Некоторые юридические лица даже выписывают у нас и больше. Но мы... Это, как правило, те, кто занимается выращиванием птицы и так дальше, те закупают и по 30, по 40, по 50 километров. То есть мы ограничения пока не делаем. Но в первую очередь мы все-таки работаем с населением, чтобы было обеспечено население. Только потом уже таким вот большим юридическим лицам. И сегодня у вас есть уникальная возможность через наш канал обратиться к жителям автономии, чтобы не переживали, наверное, что не хватит, скажем, топлива на зиму. Да, уважаемые жители автономии, я обозначил объемы, которые мы заготовим в конце этого года и начало следующего. Статистика показывает, что этих дров должно хватить, поэтому не создавайте ажиотажный спрос, но и не ждите, чтобы все-таки древесина уходит. Кто-то, может быть, рачительный хозяин готовит себя и для следующего года, поэтому те, кому необходимо, обращайтесь. Мы предоставим всем возможность купить у нас дрова. Alexander Ivanoviç, şimdi programın sonunda sizin büyük varlıklarını söylersiniz, telefonun numarasını, o insanlara angları isteyecekler danışma size yakacak için. Во-первых, первый телефон 31135 0298 31135. Это секретариат. Они всегда свяжут вас с тем специалистом, который занимается именно, будем так говорить, разработкой планов по реализации, по заготовке древесины. Sağ olun. Saygılı seyirciler, istedim tabirse tekrarlama telefonun numarasını Dağ Çorbacılığında bu 0298 3 11 35 bu sekreter siz var nasıl danışarsınız sonra da söylersiniz ne istersiniz. Böyle laflarla başlarız bugünkü Gagauzya gününe programmasını. Saygılı seyircilerim, Gagauzya yaşayanlara tabirse isim getirmesin aklınıza. Anne bugün bizde stüdyoda bulundu. Komrat Devlet Dağ Çorbacılığı'nın yöneticisi Peykov Alexander Ivanoviç. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın GRT kanalında.